Мы рады вас приветствовать на телеканале Якутия-24, это проект «Испытано на себе». Этот выпуск у нас будет посвящен модернизации лодки ПВХ. Лодка у нас румпельная, и мы будем ставить дистанцию. Дистанция — это, если кто не знает, это руль, да? который будет на ней. И практически, я так понимаю, что большинство работ будет произведено вот этими руками. Конечно, под наставничеством профессионалов. Давайте начнем. Первым делом нужно загнать этот длинный прицеп в тот гараж. Уже продолжительное время я являюсь владельцем ПВХ лодки Выдра Шерпа 500 на моторе Тахацу 50. Как повелось с самой первой лодки, я все время передвигался на румпеле. Но время идет, и настал момент поставить в лодку руль. Как было и как стало, можно посмотреть прямо сейчас. Но не будем забегать вперед. Итак, я закупил все необходимое для переделки. Часть комплектующих были куплены с рук, а часть в магазинах. И вот, как только собрал все необходимое, я приехал в мастерскую по тюнингу ПВХ лодок Pro Extreme. Так, сейчас мы уже загнали лодку в гараж. Как видите, здесь уже готовая сделанная конструкция для того, чтобы установить рулевой редуктор. Тут будет руль, и, соответственно, чуть-чуть здесь надо будет еще сделать раму. Здесь будет машинка газ-реверс. Вот, в целом сейчас прикинули, трос, который я брал на машинку, на газ-реверс, немного оказался длинный, придется его, скорее всего, менять или сдавать. То есть там все меряется в футах, и особо подрезать нет возможности. То есть надо брать уже конкретно под размер. Выяснили, что здесь нужно нам на 360 сантиметров, это около 12 футов. Вот, сейчас начнем. Нам предстоит вырезать и прикрепить сюда панель для установки руля. Потом здесь будет короб, и здесь будет крепление для машинки газ-реверс. В свою очередь здесь тоже кипит работа. Ребята работают над проектом. Здесь тоже так один в один лодка, тоже 5-метровая шерпа. Вот, и на ее примере можно посмотреть, что у нас должно получиться. Соответственно, здесь мы видим уже окрашенная рама, установлен руль, приборы, масса, выключатель массы и, соответственно, сама машинка. Это полка для аккумулятора. Сейчас нам нужно замерить высоту и ширину нашей пластины. У нас замер идет от середины трубы до середины. 26,5 можно взять, наверное, да? 26,5 на... А здесь отсюда, да? 50 нормально будет, да? 26,5 на 50. Так. Ну что, все тут ровненько, чтобы потом приварить. И сейчас вот эти части мы немножко округлим.
углы были скруглены, соответственно, вся она прошелся еще шлиф машинкой, чтобы не порезаться. Края вроде все острые исчезли. И будет это вот так. Ну, чуть-чуть не идеально, но можно сделать скидку на то, что я новичок в этом деле. Все, теперь у нас есть кронштейн для установки машинки. Надо будет привариваться. Надеюсь, варить буду не я. Болгаркой? Оба. Так, еще одно задание. Нужно сейчас вырезать деревянную пластинку. Такой вот. Так. Деревянная подложка вроде готова. Чуть-чуть кривовато сделал, но сейчас посмотрим. Так, она как? Она гладкой стороной сюда, да? Блин. А, вот так. Так вот. Видимо. Этот, как его? Нормальный парень. Как вот она называется? с нормальным Лентяйка? рулем. А это что такое? Это Сюда можно эту штуку сделать. Нет, тут заглушка еще есть, он черный. здесь тоже. Здесь такой ключик. Диаметр одинаковый. Почувствуй разницу. Не, ну да, это прикольный. То есть смотри, прикол в чем? Чтобы понять, как работает вообще, да, процесс работы, надо сначала вникнуть, да? Сейчас подошло время аргонной сварки. Будем варить алюминий. Ну, в одном из выпусков передачи «Испытан на себе» я под руководством опытного сварщика обучался различным типам сварки, но, как знаете, это был очень короткий промежуток времени, поэтому сейчас практически все по новой. Ну, посмотрим, как получится. Так, это у нас... Куда нажимаю? Сюда, да? Ой, тихо. Так, с той стороны, да? Точечно, да, сделать? Ну, точно, да. Ну, я точку Голова прогрела. отсюда начну, да? Так. Глаза. А, Ты его не прислоняй. Так. не прислонять? Ага. Миллиметров 5 должен держать. Я еще не видел. Оп. Это далеко. А, понял. Сейчас.
Вот так, да, где-то держать надо? А, вообще вертикально, да? Рано, да? Шипит. Нагрелась. Тогда могу постоять. Тогда быстро волну придут вот сюда. Она сама пойдет. Когда ты вот здесь правой. Так, ну по аргоновой сварке, в принципе, теория понятна, но нужен опыт. Вот здесь, видите, вот у меня самый лучший мой шов получился. А дальше уже труба чуть-чуть нагрелась, и я уже не мог ее контролировать, то есть она уже такая вот не очень красивая. Поэтому сейчас Василий своим профессиональными действиями должен ее немножко подправить. Так получилось, что это лицевая. Но я буду зато ехать и знать, что это делал я. То есть, как бы никто в этом не виноват, только я. Но, скорее всего, Василий сейчас это чуть-чуть подправит. Вот, а так, процесс у нас продолжается. Можно сказать, что впереди... Ну, в общем, сейчас самое главное сделать конструкцию, а дальше уже пойдут работы по монтажу. То есть это, скорее всего, все такое, ну, самое сложное. А дальше уже будет попроще. Так, ну сейчас, друзья, пока небольшой у нас перерыв, хотелось бы показать вам уже готовый вариант. То есть отрадно, что в Якутске открывается, да, местное производство. И давайте познакомимся. Но я думаю, что многие знают. Евгений Морозов. Евгений, привет. Привет. Расскажи, что можно, вот, допустим, как сделать тюнинг на лодку ПВХ. Вот что, допустим, на примере этого экземпляра. Ну, эта лодка пришла без фальш-бортов, ну, то есть не было бампера, не было тента, ну, то есть она вообще просто в штатной упаковке, так назовем, комплектации, да. Вот, просто, а мы ее доработали. То есть, допустим, возьмем усиленный бампер. Спереди пойдем, да? Да. Такой Бампер, спереди. он, ну, они разных типов бывают, они бывают короткие, устанавливают. Это как бы больше под вид экстрим, наверное, назовем его, потому что на него можно наступать, тащить что-то, да. То есть и он защищает от очень жесткий. Ударов Да, от ударов уже защищает. Ну, основную функцию он, конечно, выполняет того, что крепить в первую очередь лодку на прицеп. Это первая его функция. Вторая функция, тут, ну, можно как подножку использовать, можно наступать на нее. Ну, тут некоторые моменты, ну, бампера просят до самого конца тента. Чтобы, допустим, ты же, когда наступаешь сюда, да, ну, лодку отталкиваешь, а здесь же ты неудобно наступать, но ты можешь соскользнуть и упасть. Да, и, соответственно, бампер можно... То есть как подножка на джипе. Да, то есть, да, можно как вот такую Прошел сделать и до запрыгнул. сюда. Да, дошел до сюда и по ней, ну, так, по краю прошелся и запрыгнул в лодку. Вот. Ну, а также, допустим, люди хотят, чтобы... Ну, это же лодка большая, высокая, да, и ты в нее не залезешь. Вот. Это лестница, допустим, да.
Вот, ты ее Очень удобно. подножка, да, то есть ты отпустил ее спокойно, встал, зацепился, залез, и ты там. Вот. В обычный ты так не сделаешь. Да-да-да. Вот, потом, В обычно это смотрится как, допустим, вы стоите практически, ну, чуть по если пояс да, в воде, если ты в воде стоишь, запрыгивать. да, и потом тебе надо будет запрыгивать, ну, если у тебя рост короткий, ты просто не, в стиле тюленя. не запрыгнешь. Вот. Даже если там зацепиться, но даже вот с моим ростом неудобно очень. Вот. То есть эта лестница тоже многофункциональная, так назовем ее, да? Вот. Ну и там пошли мы дальше по носовой тент. Носовой тент это защищает тебя от ветра, от дождя, от влаги, ну то есть ветрозащитный. Носовой тент, допустим, ну нет смысла в нем делают некоторые стекло туда добавляют, но его нет смысла, потому что человек, когда садится вовнутрь, да, у него рост не позволяет, ну, к примеру, допустим, ты же не будешь вот так сидеть, и ты не увидишь там ничего. Здесь очень удобно в плане, ты залез, сел, вот твое управление, то есть уровень глаз, вот он, ты должен видеть горизонт, где ты едешь. Тоже здесь, допустим, высота консоли тоже очень много что зависит, потому что бывает низко делают, и когда человек стоит управляя, стоя, ему если как бы вот внизу или руль внизу, то тебе надо вот так газовать, понимаешь? Вот, а так ты спокойно стоишь, газуешь, управляешь, можешь держаться двумя руками. Вот. Ну и там всякие доработочки, это типа спиннингодержателя остановился там. Кстати. Да, спиннинг достал, пару забросов на перекате сделал, воткнул, поехал дальше. Очень удобно. Потом, ну тут много доработок в плане, допустим, массы. Масса, я считаю, что должна быть не там, где-то аккумулятор должен стоять, а масса выключателя должна быть здесь, под рукой. Ты ее можешь включить, выключить. Аккумулятор должен быть здесь тоже так же под рукой. Если что-то произошло, какое-то замыкание, то ты пошел и отключил. Ну, то есть у тебя все под рукой происходит. Вот. Ну и там типа эхолотов, там всего, датчики приборов. Ну, тут консоль большая, ее можно хоть как делать. Ее можно сделать цельной полкой, можно ее там маленькую полочку сделать, можно сюда вообще стекло добавить. Просто будешь ехать и через стекло смотреть. Ветровое. Такое, да, ветровое. Так, раз, поднялось, раз, отпустилось. Так, Вот. так я тоже попробую залезть. Носовой тент. Опа! Раз. Вот. Присаживайся. Ну, то есть мы с тобой сидим, нам комфортно вдвоем. Вот мы сидим, управляем. Этот мотор, ну, то есть бывает без стрима, а этот стримом. Да, то есть поднять его, да, поднимаем. то есть вот, можно приподнять мотор, можно приотпустить. Удобно, под рукой все, под рукой. Также зарядка гаджетов. Здесь бывает, можно здесь у нас сделать на полочку, но здесь просто можно. Мы здесь положили сюда коврик, телефон положили, здесь тоже для пассажира. Вот. Можно какой-то столик придумать. Крепление, вот, допустим, вещи сюда к нам идут, сюда вперед. Вот пятачки добавляем. Веревка Вот. и... Потом указатель уровня топлива. Здесь бак находится под нами. Вот. Подняли, заправили, закрепили, отпустили. Это где-то у нас 100 литров, да, по-моему, бак? 140, 140. да. Но неудобно же, когда маленький бак поставишь, а места мало в нем. И постоянно надо смотреть и доливать его. А так ты один раз емкость залил и Поехал. забыл. Дальше пошли. Так, это мы уже переходим. Да, ну здесь также лестница с двух сторон у нас. Вот. Тарга, ну, кому-то нужна тарга, кому-то не нужна, кто-то использует. Ну, конечно, все люди по-разному. Кто-то эту таргу использует просто там, чтобы закрепить камеру GoPro и снимать как интересные видосы.
Кто-то использует там, допустим, светоприборы можно поставить. Также можно спиннингодержатели, да, на нее установить. Вот. Но она основную функцию, наверное, выполняет. Я так думаю, что, наверное, на перекатах, когда толкают, ну, неудобно же, допустим, там за саму лодку держишь и толкаешь. Но она больше функцию такую выполняет. Ну, можно колонки установить. В общем, все что угодно. Ну, да, она многофункциональная, ее можно использовать. Ну, кому-то она нужна, кому-то не нужна. Вот. Также вот фиш-платформа, так называемая. Эта фиш-платформа, она служит и как платформа, и, допустим, и платформа, и усиление транса. То есть она какую роль-то выполняет? Она здесь у нас усиление, да, добавлено. Опа. То есть мы ее закрепили, на люверсы обвязали, мы закрепили транец, чтобы транец стоял жестко. Вот, никуда не прыгал, не скакал. Вот, это основная ее функция. Вот. То есть она работает и как фиш-платформа, и площадки. Площадки, допустим, некоторые неудобно, они делают корзины. Ну, корзину устанавливают, а корзина маленькая, в основном под 700-й боксы, вот под такие делают. А, ну, 700-й бокс ты поставил туда, и больше туда ничего не поставишь. Ну, канистру туда, 50-литровый канистру туда не залазит. А здесь ты на этой платформе ты можешь использовать и, допустим, и канистры 50-литровые ставить, хоть любого размера, да, там, вещи какие-то, там, рыбобоксы, там, не знаю, морозилку можно сюда поставить, да хоть что. Вот, ну и здесь можно, по идее, здесь в некоторых моментах добавляем спинку. Для То пассажиров. есть, да, вот 4 пассажира уже сидят, ну, здесь мягкие сиденья добавляются, вот, со спинкой, раз, то есть она, платформа это может меняться, то есть она как площадка здоровая и превращаться в спинку. Не нужна, ты ее раз отпустил. Здесь можно закидывать спиннинг, кидать, удобно. То есть ты по ней, она обитаемость добавляет. Обитаемость лодки. То есть эта лодка, она же небольшая, она 4,70, короткая база. Есть, конечно, 6-метровые, которые большие лодки, там место там, наверное, такое-то и не надо, наверное, делать. Там можно лодку бросить, хоть что можно туда поставить и ходить по ней. А здесь уже обитаемость не такая большая. Поэтому здесь фиш-платформа, как бы, я считаю, что она нормально здесь влилась вот именно вот в эту концепцию этой лодки. Вот, ну, можно на самом деле играть. Тут можно играть много, можно много чего делать. Ну, конечно, это лишнее. Ну, по моему мнению, это лишнее. Можно сделать минимализм. Можно по минималке все это сделать. Да, конечно, это все добавляет вес. Любая вещь, это добавляет вес. Ну, примерно здесь в среднем вот этой всего тюнинга, ну, я так думаю, килограмм, наверное, 100 точно будет. Вот, то есть это от полезной загрузки мы где-то, грубо говоря, 100 килограмм своровали. Вот, Ну, то есть повысился комфорт, с другой стороны. Ну да, зато повысился комфорт. К примеру, допустим, эта лодка могла вести 850 на водомете, там максимальный ее предел. Ну и то, наверное, я думаю, поменьше будет, да? Вот, ну и от этой полезной загрузки мы 100 килограмм своровали. Дальше по доработкам можем пойти. Ну, к примеру, допустим, прицеп. В нашем сейчас исполнении это МЗСА двухосный. Вот, но они двухосные, одноосные, ешки, не ешки, там, джишки, прицепы. Допустим, здесь мы что сделали? Мы обычно, когда в воду заезжает, лодку на прицепе сбрасывают, вот, происходит замыкание. Ну, вот эти фары, они не герметичны. Вот. И неудобно они очень. Поэтому это сделано как ворота. Ты загнал лодку, спустил на воду, она, ты видишь, направляющая, да, как заезжать. Ну и, соответственно, здесь электро вывели сюда. То есть мы родные стопаки егошние перенесли сюда. Эти фонари, они герметичные, то есть они воду не пропускают нормально. Обычно вот здесь происходит, то есть замыкание, фонарь замыкнул, там или предохранитель сгорел, или он сам сгорел, или лампочка сгорела. Вот. Здесь по доработкам эхолот. Да, кстати. То есть это очень удобная вещь, в принципе.
такая шпилька. Ну, если бывают болты там ставят, да, ну, мы так придумали, да. То есть мы ее отпустили вниз, закрепили, вставили. И вот она у тебя стоит герметично. На горной речке, конечно, ты ее не поиспользуешь. Ну, по большой реке, Да. по линии. Только по линии, по большой воде. Вот, убираем. Фиш-платформу мы поняли внутри, да, она закрепилась. Здесь мы продолжаем продолжение усиления транса. Вот она. А, еще сюда, да? Да, то есть, что оно делает? Она держит не только транец, но она еще и держит баллон. Обычные стандартные УТР, их называют, да, они идут короткие. Они вот до сюда где-то доходят. И когда он короткий, вот этот баллон, он все равно гуляет. Мы делаем длинный, чтобы здесь упор, он и баллон держит, и транец держит. Вот. Ну, это обычная тема, сепаратор, да. Ну, то есть залил топливо, вода попала в фильтр, забило все. Вот. И грязь там, ну, нехорошо, да. Дальше. Это называется Байкал транец. Винт-водомет. То есть ты можешь использовать его на винту. Вот сейчас в нашем исполнении он стоит на водомете, да? А можешь отпустить его в винт-положение. Его спокойно. Чем он хорош? Тем, то, что у него небольшой вынос. То есть вынос обычно, когда ставят, ну, их очень много, да, там регулируемых трансов. Основная проблема – это вынос. То есть, если мы выносим сюда мотор, соответственно, нам надо добавлять тоннель, усиливать вот это косынки и так далее, и так далее. То есть, делать трансовые плиты. Ну, это опять деньги, опять вложения. Тут в этом варианте ты просто покупаешь Байкал транец, его устанавливаешь, вынос минимальный, ничего не нарушается. Мотор стоит на своем родном практически месте. Вот. Дальше. Здесь, ну, это пятка под прицеп, она, все знают ее, уже упор. Вот. Потом по прицепу мы туда добавили ложемент внизу, такая доска идет. Посередине? Посередине, да. Вот, то есть родные егошние. И мы доску добавили, и упор, чтобы лодка ни влево, ни вправо, и упирается туда. Также на лебедкой затянул, ну и все. То есть, я бы не сказал, что, конечно, минимализм, но тут еще можно много чего вешать, но лишнего тоже не надо. Вот. Ну, должен быть, да, такой баланс. Да, какой-то дисбаланс, какой-то, чтобы не... А то он начинает, потом удивляется, лодка не едет. Слишком много это. Ну да, слишком много навешивает. Даже если возьмем носовой тент, если, ну, кто не знал, а он 2 километра ворует. Съедает. 100%. 2 километра в час? 2 километра в час. То есть, к примеру, допустим, вы ехали на румпеле, она у вас ехала, там показывала 40 километров в час. Вот, а потом, когда тент носовой поставили, консоль поставили, она у вас сразу поехала 38. И такие думают люди, а почему? Да потому что носовой тент, он ворует скорость, да, сопротивление. Это дополнительное сопротивление. Ну и тяжелое. Это вес. Ну, вообще, надо сказать, что я, например, почему решил, да, перейти с румпеля на дистанцию. У нас буквально в конце этого месяца, ну, я не знаю, когда вы будете смотреть, но, в общем, в конце сентября планируется длительная поездка, там практически даже по реке Лени, где-то около почти 500 километров нужно будет в одну сторону идти. И я просто представил себя, что иногда даже летом, да, едешь, ну, такой прохлада, там, вечерний, или дождик чуть моросит, или ветерок, ты сидишь уже, ну, холодно. А представьте, это осенью, и почти весь световой день ехать на румпеле, это, конечно... Ну, он, да, он румпель хорошо, но на короткие перебежки. Рулевая консоль, конечно, она спасает. Тут же еще можно сделать там носовой тент, а можно сделать и ходовой. Да, сейчас в осени. Туда можно поставить, допустим, печку
просто фен поставить. Можно закрыться, там, газовую плитку включил, и уже тепло, да, комфортно. Вот. Тут дорабатывать, не дорабатывать. По идее, конечно, у нас же люди, как, не знаю, придумывают много всего, да. Чем больше, больше люди комплектуют свои лодки. Ну, люди стараются, любят комфорт, любят, ну, еще хотят быть похожими на друг друга. Это тоже немаловажно. А вот так, у меня вот такая лодка, Ну, вообще, а это вот вот такая лодка. ради комфорта порой, да, даже вот в этом году мы снимали проект «Турслет» на Еланке, мы с семьей поехали с Якутска до Еланки своим ходом. Так что для комфорта я взял даже напольный кондиционер. То есть, ну, были очень жаркие дни, поэтому, чтобы семья да. там от жары не изнывала, пока мы на съемках. То есть все подключили, и в палатке было прохладно. То есть, Ну, для комфорта человек может многое взять, сделать. И ты знаешь меня, мы с тобой не 1 километр наездили. Я очень любитель вещей. И, конечно, вот именно вот эта лодка, она, ну, мы можем поехать, но недалеко. Я бы не сказал, что мы можем далеко уехать, потому что, ну, у нас она меньше груза повезет с тобой и так далее. То есть, если мы едем далеко, нам нужен корабль чуть побольше. Ну, это 4,70, я бы уже там рассматривал 5 метров, 6 метров, 5,5, 5,20, к примеру. Ну, то есть уже побольше, база больше, когда длиннее, она, соответственно, груза больше везет. Есть такая даже теория, длина везет. Если стариков ты вспомни, наши старики, они в прошлую старину, они ездили на байдарках, 12-метровых, возили по 3-4 тонны, и мотор был не больше полтинника. Та же самая 30-ка, 40-ка на винту, и они поднимались и ехали далеко. Да, она не быстро ехала, но она везла очень много. Вот. Ну, сейчас мир меняется, люди меняются, соответственно, спрос меняется, и продолжение. Ну что, спасибо. Сейчас мы продолжим нашу работу. И, как видите, в принципе, скорее всего, то, что ты говорил про минимализм, ну, скорее всего, это в мой случай, потому что будет только установлена передняя консоль, рулевая. И в целом Ну, все. ходовой, носовой тент. Носовой тент, я думаю, родной. Мы сейчас посмотрим, тоже прикинем. Ну, доработаем, да. Да, чуть-чуть. То есть носовой тент, скорее всего, будет прикреплен, притянут к этому... Торге. К торге. Да, к рулевой консоли. Вот. Ну, так что нормально. Всё. Сделаем. Так, сейчас изготавливается задняя крышка. Там, где у нас будет рулевой редуктор стоять. Я также болгаркой фигурно вырезал и сейчас зачищаю края. Так. Эта часть будет смотреть вперед по ходу движения лодки, руль будет с той стороны, а вот эта крышка будет все это дело закрывать. Таким образом, вот так. Вроде нигде не промахнулся. Все. Еще одна деталь готова. Хорошо. Закручиваешь. Потом На зажимаешь. 2 раза зажал, потом вот это закручиваешь его, потом еще раз зажал, и потом откручиваешь. Чуть-чуть, там, 2-3 оборота. Мгм. Так, сейчас сделаем такие клепки с резьбой, для того, чтобы потом можно было снимать и надевать обратно крышку.
Закручиваем клепку, вставляем и нажимаем. Так, она должна ровненькая. Так. Ну, Так. Еще, наверное, надо горизонтально как-то, да? Или она сама найдет место? Так. Раз. Потом. Вот так. Хватит. Так, ну что, как видите, крышка готова. То есть она будет вот так устанавливаться. И крепиться болтами. Но пока нам не надо ее устанавливать, потому что будем ставить рулевой редуктор. Ну, так-то вообще такой тазик под рыбу, да? под рыбу. Контейнер дорогой. Чисто алюминиевый. В рамках одного выпуска оказалось сложным вместить все доработки, которые в итоге были сделаны. Поэтому продолжение смотрите уже в следующей передаче «Испытано на себе» на телеканале Якутия 24. Можно даже голову вытащить.